Мне сложно говорить о всей финно-угорской литературе, поскольку это трудно знать полностью все. Но я могу одно сказать, что вот когда писали Альбертина Иванова, вот когда начинали писать, да, и вот более старшее поколение женских поэтов, и не только, у них было очень много национального. То есть всякие разные там приметы они включали в свои стихи, там какие-то обрядовые вещи, да, то есть сразу можно было сказать, это стихи, например, мордвы, да, это стихи удмуртки или удмурта, да. Сейчас молодые приходят, у них этого почти что нет. Это, я думаю, что было связано с тем, что как раз в 90-е годы, когда началось это вот все национальное так бы, повышение самосознания, да, такого, я думаю, что это повлияло и на содержание стихов, и на форме стихов все-таки. Сейчас этого у молодых почти что нет, ну, очень редко встречаешь. А это нужно, чтобы было в стихах, потому что через стихи молодых люди узнают и о культуре тоже народа. Но сегодняшняя поэзия коми, да, она в основном женская. То есть, конечно, мужчины, которые пишут давно и хорошо, да, тот же Женя Козлов, например, да. Но из молодых в поэзию коми почти никто не приходит, приходят одни девочки. Я считаю, что это связано, ну, наверное, с тем, что поэзия сегодня не кормит, ни проза, ни драматургия не кормит сегодня. Видимо, молодые люди ищут более хлебные места, скажем так, да. Вот. И второе, я так думаю, что Финно-Угорский центр Российской Федерации вместе с Союзом писателей проводит летний университет. И там туда приезжают в основном тоже девочки на этот университет, в основном. Поэтому и потом они начинают писать и пополняя своими именами поэзию коми. Девочки, которые пишут сейчас молодые, да, они пишут, скажем так, больше философски. То есть попытки написать философское нечто, да. Это очень сложно. Не пройдя жизнь, не поняв каких-то не прожитых, да, вот этих лет, которых не было еще. И они пишут как бы уже, как будто им 90 лет. А это наносное навсегда чувствуется. То есть они пытаются осмысливать то, что они еще не понимают. Вот эта проблема, я считаю, что есть. Я думаю, что вот женская поэзия, она интересна тем, что отражают как бы вот сущность народа. То есть у нас же долгое время был матриархат, и у коми была всегда, в общем-то, женщина как бы главная в доме, потому что мужики уходили на промысел, да, куда-то там на долгие там, месяцы зимние, и она оставалась главой семьи. И вот это вот отражение женщинами, понимание вот сущности, да, вот этого вот, что происходит, да, допустим, у нас женщины знают больше, чисто интуитивно, они чувствуют как бы тоньше. И женская поэзия достаточно интересная и отражает вот именно мировосприятие коми-человека. Я вот так считаю. Лет 5-6 тому была очень серьезная ситуация с коми-прозой. То есть поэзия как бы была, поэзии много было. И как-то получилось так, что не было прозы, рассказа, уже не говоря о повести и о романах. Вот. Этот вопрос там поднимался очень остро, и получилось так, что многие молодые девочки, которые писали поэзию, да, перешли на прозу. Та же, допустим, Алена Шомысова, Таня Югова, там, Люба Ануфриева, такие маленькие эти самые пишут. Лена Афанасьева стала писать прозу, Алена Ельцова стала писать эссе маленькие. И появилось очень много мужчин, которые, скажем так, уже состоявшиеся люди, да, такие взрослые люди, им где-то под 40, под 50, может быть. И вдруг эта вот волна этих мужчин внесла новое слово в литературе коми. Вот и среди них наш любимый Алексей Иванович Вурдов, который выступил сразу очень сильно. И эта проза интересна тем, что она отражает этнографию района, да, то есть это его детские воспоминания, это рассказы бабушки, это рассказы там отца. И эта проза, его проза этим очень, очень самобытна и интересна. Куда будет развиваться, что пока никто не скажет. Романа в литературе коми давно не было. Вот сейчас Тимин пишет такие романы. Посмотрим. Если в литературе нет романов, то литература, в принципе, можно сказать, что ее нет. Будем ждать романы. Ну, драматургия-то она как бы вообще отдельная песня. Да? Когда я вела литературную мастерскую в университете, меня девочка одна спросила, а что, говорит, сложного в драматургии? В одну колонку пишешь главные там роли, в другую колонку пишешь то, что они говорят.
Вот если он будет на таком уровне понимания драматургии, драматургии у нас никогда не будет. У нас очень много пишут сейчас, на самом деле. Воевокоджи очень много печатает драматургии. Но драматургия не доходит до театров по причине того, что она, в общем-то, сделана любительски. То есть, когда человек не знает законов драматургии, законов театра хотя бы чуть-чуть, да, представлять, что такое действие, что такое конфликт, да, что такое вот эти вещи, да, и как просто герои ходят по сцене и разговаривают, это неинтересно. Поэтому нас ставят в основном театры русские пьесы. И наш театр национальный, театр фольклора, который был раньше, там ставят, в общем-то, Алексея Попова большей частью. То есть у нас это знаменитый драматург, и вот его ставят. Конечно, хочется, чтобы спектаклей было больше. Сейчас у нас в драмтеатре, я думаю, что в репертуаре всего 2 коми-спектакля. То есть они показывают вот этот «Чик-Сашичем», «Сельский переполох», и вот моя пьеса там идет, «Утренняя гостья» называется, «Асия гостья». Все дело в кадрах, нету кадров, нету литературы. И проблема очень большая, я считаю, что у нас очень мало детской литературы для детей. Современной литературы для детей очень мало. Книг выходит тоже очень мало. С чем это связано, я не могу сказать. Потому что для детей надо писать так же, как для взрослых, но еще лучше. Поэтому, видимо, наверное, лучше, чем пишутся. Не пишутся ни у кого. И поэтому... Но сейчас будет конгресс, как раз посвященный детской литературе в Салехарде. Я думаю, что этот вопрос как-то будет обсуждаться, какие-то пути решения могут быть. Ну, там, я думаю, что каждый регион расскажет о своих, да, там, что у них происходит с литературой для детей. Я думаю, что будут там какие-то обмены там, и прочее. Надеемся, что после этого конгресса все это пойдет на лад. Сейчас у нас есть рубрика «Логос» на сайте finno-ugorия.ru, где размещается литература финно-угорских народов. Но там больше всего, конечно, пока поэзии. Нам нужно обязательно, чтобы было произведение на языке, и плюс оригинал, плюс подстрочник или художественный перевод. И понятно, что на рассказ делать подстрочники очень тягомотно, скажем так. И больше у нас, конечно, поэзии. Так что, дорогие друзья, литераторы, писатели, молодые, не очень молодые, мы ждем ваших произведений. И я думаю, что на нашем сайте ваши произведения прочитают гораздо больше людей, чем вы сможете издать количество книг.